Вы сейчас тоже прослушали данную видеозапись, где слышно, что причина конфликта была ваша ревность по отношению к какому-то мужчине, который на 23 года старше нее. В зале судебного заседания вы поясняете, что причина конфликта была маты. Так в итоге, что побудило вас совершить убийство? Что вы сказали, причиной конфликта было что? Да, что якобы у Нукеновой был мужчина на 23 года старше нее. В зале суда вы сообщали о том, что причина конфликта это то, что она нецензурно выражалась. Сейчас можете суду, присяжным заседателям сообщить мотив вашего убийства и причину этого конфликта? В целом, я говорил о том, что наши отношения испортились буквально сразу после свадьбы, потому что она начала мне рассказывать о своей предыдущей жизни. И у нас был такой период. Это всегда каким-то потом навсегда осталось фоном, да, в наших взаимоотношениях. И при любом каком-то моменте, то она к этому возвращалась, обижаясь на меня, что я тогда ее не понял. Иногда я это вспоминал. Но конкретно эта ссора произошла по бытовым причинам, об этом я тоже говорил. Что нет, а почему вы тогда сообщаете о том, что сотрудникам полиции, что был мужчина на 23 года старше? Нет, почему вы там не сообщаете о том, что она меня материла, нецензурно выражалась, из-за этого я ее убил? Ну, я вам уже пояснял вчера, позавчера. Человек умер. Представителю потерпевшего, что значит для этого я ее убил? Неоднократно уже говорилось вам, представители потерпевшего, все юристы с диплома, правильно? Еще приговор суда не вынесен. Сейчас рассматривается дело по обвинению. Тогда говорите, что по обвинению в убийстве. По обвинению в убийстве. Вот так вот в рамках предъявленного обвинения, вам предъявлено обвинение именно в совершении убийства с особой жестокостью. Мотивом вы пояснили о том, что она нецензурно выражалась. На видеозаписи, какой раз мы уже просматриваем, причина конфликта и причина убийства является именно ревность. В данном случае вы даже пояснили про мужчину, про возраст, что он на 23 года старше. Так вы можете сейчас суду, присяжным заседателям сообщить правду? Я все время сообщал суду присяжных правду. Я говорил, что о том, что с причиной конфликта вот этого, 8-9, она была исключительно бытовая. Но во время здесь этого видео я не хотел просто говорить, что она там раздевалась или что она там нецензурно выражалась и так далее, и так далее. Я вчера пояснял, что я даже здесь на видео говорю, что уж там уже, что сейчас я буду ее рассказывать тебе, как она себя вела, что ли? Нет, на видео уже конкретно ваш вопрос, это же не это же не единственное, что я там говорю. Я сказал, что первую часть, что это как бы фоном навсегда осталось в наших отношениях. А сам конфликт, он вообще по другим каким-то причинам. Я там поясняю тоже, что... И она потом все время эту тему... Эти доводы подсудимые вы уже неоднократно повторяли. Да, я хотел уточнить именно тот момент. На видеозаписи четко видать, вы ссылаетесь на фотографию в вашем кабинете и сообщаете именно об этом мужчине. И просто этого мужчину я лично знал. И именно поэтому она и начала весь рассказ о своей прошлой жизни с этого мужчины, потому что увидела эту фотографию. Но это было в декабре 22 года. Да. Вы весь этот период, с того момента, как узнали об этом обстоятельстве, вы весь этот период ее ревновали? И за весь этот период все конфликты были именно из-за этой фотографии? Здесь смысл, наверное, неправильно искажен. Да? Здесь не сколько ревность, сколько в целом это стало каким-то фоном, да, для наших взаимоотношений. Достаточно подсудимого, вы уже неоднократно об этом говорили.